Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде проходят семинары по обучению в вузах России в рамках квоты. Французский институт приглашает на кинопоказ. Туркменистан представлен на международной нефтегазовой выставке в Абу-Даби и другие новости. С 3 по 5 октября Русский дом в Ашхабаде приглашает потенциальных студентов на обучение в вузах РФ в рамках квоты правительства Российской Федерации на очередной учебный год. Семинары проходят по адресу город Ашхабад, проспект Сапар-Мурата Туркменбаши, 11. Телефон для предварительной записи вы видите на своих экранах. 5 октября в 17:00 Французский институт в Ашхабаде приглашает на показ фильма «Забытый ледник Федченко» и дебаты с автором фильма Седриком Гра. Документальный фильм был выпущен в 2022 году. Французская версия фильма будет показана туркменскому зрителю с английскими субтитрами. После просмотра последует обсуждение с автором фильма. Тема дискуссии – экспедиции и альпинизм как способ привлечения внимания к проблемам изменения климата. Посещение киносеанса возможно по предварительной записи. На международной нефтегазовой выставке в Абу-Даби свои стенды развернули госконцерны «Туркменгаз», «Туркменнефть» и госкорпорация «Туркменгеология». В рамках мероприятия туркменская делегация проведет переговоры с руководителями ведущих мировых компаний. Крупнейший форум посетят более 160 тысяч участников из 164 стран. Представители Туркменистана приняли участие в международном фестивале в Пекинском транспортном университете. Мероприятие объединило гостей из 34 стран, которые представили яркие выступления в национальном стиле. Туркменская делегация выступила с номером, в котором показала национальный танец кюштепти. Кроме того, участники фестиваля угостили гостей традиционным блюдом дограма. Преподаватели университета признали его лучшим блюдом фестиваля. В столице Туркменистана организуют второй фестиваль по климату и экологии, который пройдет 15 октября на территории туркмено-турецкой школы по улице Кемене. Организаторами фестиваля выступает посольство Великобритании в Туркменистане в сотрудничестве с молодыми экоблогерами. Цель мероприятия – поднять тему глобальных вызовов для окружающей среды, их последствий и воздействия на жизнь, а также предложить всем подумать, чем каждый может помочь в решении этой проблемы. В узбекской столице состоялось закрытие международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути». На красной дорожке звезд мирового кинематографа, среди которых были Самина Сери, Эмир Кустурица, Кевин Спейси, встречали артисты в образах узбекских ханов, которые словно перемещали гостей в XII век. На главной сцене, оформленной в виде амфитеатра, устроили целое шоу – световое, звуковое и пиротехническое. 15-летний Кирата Хитаки попал в Книгу рекордов Гиннесса за прыжки со скакалкой. Подросток, зависнув в прыжке, сумел прокрутить скакалку 8 раз. Чтобы добиться такого результата, ему пришлось предпринять 28 попыток. Прыжками со скакалкой он занимается с 5 класса и долго отрабатывал технику прыжков, позволяющую надолго зависать в воздухе, а также скорость вращения скакалки. Защитник Ахала Атагельдыев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов АФК с Аляйном. В Лиге чемпионов АФК все команды обладают большой силой, но каждой из них возможно оказать должное сопротивление и навязать борьбу. Первый матч против саудовской Аль-Фейхи – яркое тому доказательство. Мы уже имеем опыт выступления в Лиге чемпионов АФК. Надеюсь, что в этом году мы превзойдем наши предыдущие успехи в данном турнире. Предстоящая игра против Аляйна – очередной вызов, где мы обязаны выложиться на максимум и вести борьбу за каждый сантиметр поля. Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов АФК Аляйн-Ахал состоится сегодня и начнется в 21:00 по ашхабадскому времени. Мастера кураша из Туркменистана завоевали третью медаль на 19-х летних азиатских играх в Ханчжоу. В заключительный день соревнований по этому виду борьбы бронзовую награду команде принес Ишанмурат Атаев. Этого успеха он добился в весовой категории до 90 килограммов, в которой медали оспаривали 9 участников. В Ашхабаде стартовал турнир на Кубок Федерации шахмат Туркменистана. В состязании, которое проходит по швейцарской системе в 11 туров, принимают участие 287 шахматистов разных возрастов и уровней мастерства со всех вилаятов страны. Впервые за всю историю туркменских шахмат за результатами национальных соревнований можно следить на международной онлайн-платформе chessresults.com. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.